И снова здравствуйте, самоизолированные. Как думаете, долго нам еще сидеть дома? Ну, пока нас еще не выпустили, поэтому предлагаем быстренько глянуть еще 5 классных фильмов. И начнем мы сегодня с очень крутого триллера. Ему уже почти 20 лет, но это не важно. Главное, что здесь есть классная история, написанная Алехандро Аминобаром, и потрясающая Николь Кидман. Фильм называется «Другие». Главная героиня – женщина по имени Грейс. Вместе с детьми она живет в уединенном особняке. Именно там семья ждет окончания Второй мировой войны. Вот только есть одна проблема. Сын и дочь Грейс страдают странным заболеванием. Они не выносят прямого дневного света. Троим новым слугам приходится неукоснительно следовать правилам: держать комнаты в полумраке, не открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но вскоре спокойной жизни в доме придет конец. Другие – идеальный пример страшного триллера, множество теорий и неожиданный шокирующий поворот в конце. Как минимум ради концовки этот фильм точно стоит посмотреть. Едем дальше. Сейчас будем говорить о самом экшоновом фильме за последний как минимум десяток лет. «Безумный Макс. Дорога ярости». Фильм обязательный к просмотру для тех, кто любит постоянные взрывы, погони и перестрелки. На дворе разрушенный постапокалиптический мир. В этом мире пытается выжить одиночка Макс, которого мучают призраки прошлого. Но однажды он присоединится к бунтарям, которые несутся через пустыню под предводительством Фуриосы. Эта группа сбежала из цитадели от правителя Несмертного Джо, прихватив с собой кое-что очень ценное. За беглецами брошены все силы, их путь будет очень непростым. На самом деле сюжет в «Безумном Максе» далеко не самое главное. Куда важнее визуал. Двухчасовое буйство на экране не даст вам выдохнуть ни на секунду. А еще невозможно крутые Том Харди и Шарлиз Терон. Это надо видеть. От кино полного экшена переходим к максимально говорильной, романтичной ленте. Поклонникам фильмов про любовь сегодня будем рекомендовать кино «Перед рассветом». Однажды в поезде знакомятся молодой американец Джесси и француженка Селин. У них очень много тем для разговоров, а времени мало. Джесси уговаривает Селин сойти с ним с поезда в Вене, чтобы вместе провести там вечер и ночь. Утром он должен улететь домой. Эти двое будут говорить до самого утра, используя каждую минуту, чтобы успеть узнать друг друга, обменяться воспоминаниями, мечтами и надеждами. Этот фильм точно не понравится тем, кто любит событийное кино. На протяжении 100 минут здесь не происходит практически ничего, кроме разговоров. Но поверьте, на выходе это один из самых романтичных фильмов. Кстати, через несколько лет режиссер Ричард Линклейтер снял еще 2 фильма: «Перед закатом» и «После полуночи», но все же именно «Перед рассветом» остается лучший. Переходим к комедии. Сегодня у нас здесь «Соседи на тропе войны». Да, глубоким интеллектом от этого фильма может и не пахнет, но в нем есть главное – он смешной. Молодые супруги, только ставшие родителями, переезжают в новый дом в новом районе. Домик отличный, все выглядит хорошо, но есть одно «но». Их соседями оказываются члены студенческого братства, а это значит, что они вечно устраивают тусовки, шумят, пьют и балагурят. Попытки решить проблему мирно не срабатывают. Теперь между соседями разворачивается настоящая война, где любые средства хороши. Они достали меня! Черт, мы все пропустили! «Соседи на тропе войны» – хорошая молодежная комедия, которая как минимум на разок точно подойдет. Кстати, позже вышла и вторая часть, но мы все же рекомендуем посмотреть первую. В финале самое тяжелое, будем говорить о драме «Капернаум». Непростое кино о сложной жизни детей-беженцев, которые вынуждены работать с малых лет и жить на улицах. Главный герой – мальчик по имени Зейн, которому около 12 лет, но точно он не знает. Зейн нелегально работает, присматривает за младшими детьми в семье, помогает старшим, ищет деньги и документы, чтобы эмигрировать в Швецию. Он ненавидит мир, и ему есть за что. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, голодают, девочек просто продают замуж. Все начинается с заседания суда, где Зейн обвиняет собственных родителей в том, что они произвели его на свет.
«Капернаум» — один из самых тяжелых фильмов прошлого года. Все, кто в нем снялся, включая Зейна, непрофессиональные актеры. Съемочная группа нашла их на улице, где они жили той же жизнью, что и их герои. Посмотрите обязательно, вряд ли вы останетесь равнодушными. На этом все. Делитесь своими любимыми фильмами в комментариях и рассказывайте о том, какие из сегодняшних лент понравились вам.